Это новости, мы снова в эфире. Они преданы до конца и не требуют этого в ответ. Они защищают и любят своих хозяев, но сами порой терпят жестокость. Я говорю о животных, которых когда-то взяли к себе в дом, но как только они стали не нужны, выбросили на улицу. Причины, которыми люди находят себе оправдание за жестокость, разные. Но как объяснить равнодушие к живому существу, если его судьба зависит от человека? Разве вправе мы, взяв однажды ответственность за кошку или собаку, решать, жить им или не жить? А ведь почти половина бездомных животных умирает, не прожив и 2 лет на улице. Покалеченные, замерзшие, избитые и голодные. Разве так нужно благодарить за любовь? Бродячих животных в Кызыле немало, и, как правило, все они когда-то имели дом. Однажды одни равнодушные люди их выбросили на улицу, другие сорвали злость на беззащитном существе. Этот котенок – живой пример людской безответственности. Он, как и многие, попал на улицу по вине человека, получил серьезную травму головы. Сейчас за его жизнь борются ветеринары, но даже они не дают гарантий, будет ли маленький комочек жить. Сколько таких бездомных собак и кошек на улицах нашего города? Тысячи. Только вдумайтесь в эту цифру. Это наша общая проблема, на которую многие привыкли закрывать глаза и проходить мимо. А вот кто-нибудь да поможет. Вот только статистика говорит об обратном. Более 90% таких животных умирает, так и не дождавшись своих спасителей. Выбрасывая маленького котенка, щенка, даже взрослую кошку, кота или собаку, люди обрекают на смерть животное. То есть, будучи в домашних условиях, да, там рядом с мамой, под крылышком, то есть он сытый, он такой весь облюбленный, да, и он раз и попадает в среду, в которой он никогда ни разу не был. То есть ему сложно добыть какую-то еду, да, он не жил здесь. То есть это говорит о том, что шансов выжить фактически нет. Как вы думаете, выживет ли это чудо без мамы на улице? Человек, который выбросил его, подписал ему смертный приговор. Не щадят ни взрослых животных, ни совсем малышей. По словам зоозащитников, в большинстве случаев, не желая оставлять потомство от своих питомцев, люди всеми способами пытаются избавиться от крошечных котят и щенков. Уважаемые кызылчане, только наше общество защиты животных не в силах изменить ситуацию с безнадзорными и бездомными животными. Тут важна ответственность каждого владельца. В нашей работе мы сталкиваемся с шантажом. Звонят в информационный центр Хатика со словами: «У меня родила кошка, стерилизуйте ее и заберите моих котят. В противном случае они окажутся на улице». Или к Хуре принесли ведро со слепыми котятами. Позвонили: если вы их не заберете, они погибнут. Это яркие примеры безответственности, жестокости и потребительского отношения к жизни. С чего эти, с позволения сказать хозяева, решили, что общество защиты животных должны взять ответственность за их питомцев? Не можешь взять на себя ответственность, не заводи животное. Как просто переложить ответственность на других, но не пора ли самим отвечать за свои поступки? Стерилизация домашних животных действительно смогла бы остановить рост кошек и собак, выброшенных на улицу. Ведь всего от одной пары кошек рождается более 300 котят, а от одной пары бродячих собак более 400 щенков. Кроме того, стерилизация в некоторых случаях помогает избежать потенциально смертельных для животных заболеваний. Поведение становится, скажем так, грубо, более контролируемым. То есть, если речь идет о коте или кобеле, то он, как правило, не покидает уже пределов своего ареала, своей территории. Ему не интересно ходить далеко, где-то драться, он, как правило, живет в своем каком-то узком ареале и из него далеко никуда не ходит. И плюс он становится более покладистый. Кот не метит, становится менее агрессивным, более покладистым, контролируемым. Если речь идет о суках, то, соответственно, они
в период течки, когда начинает течь, и кошки, и суки, они покидают, опять же, свои пределы ограды, как правило, либо дома, притом проявляют для этого чудеса каких-то, скажем так, эквилибристов, перескакивают через заборы и, соответственно, собирают вокруг себя кучу кобелей, и начинаются так называемые собачьи, к примеру, свадьбы, когда по городу бежит одна сука, и за ней там 10-15 кобелей, что зачастую очень сильно раздражает жителей города. И после стерилизации собака, соответственно, не приходит в половую охоту и никуда и не ходит. Процедура эта сравнительно недорогая, да и делается единожды. Стерилизацию, конечно, кошечек желательно проводить на вторую течку. Вот. Но так как, видите, здесь так палка о двух концах, что если кошка, гулящая на улице, она же в первую течку забеременеет, и нарожает котят. Ну вот можно в этот момент и стерилизовать ее. А так с 7-8 месяцев. И котов, и кошек. И собачек тоже так же можно. Также существуют так называемые более простые для владельца пути угнетения половой охоты у кобелей или у кошек или сук. Это, как правило, гормональные уколы или капли. Действительно, они заметно дешевле проведения операции, гораздо более простые и, как зачастую владельцы думают, менее вредные. Все-таки операция – это уже операция, и само это слово людей зачастую пугает. На самом же деле эти препараты являются гормональными, очень много дают побочных эффектов в виде новообразований в пожилом возрасте, нарушения в работе эндокринной системы, вплоть до появления зудов неконтролируемых и тому подобного. Это, конечно, создает массу проблем, и, как правило, человек только, как говорится в пословице, скупой платит дважды, и по результату сначала они поят их гормонами, а потом еще начинают гормональные расстройства лечить. Это очень не приветствуется нами, мы стараемся людей от применения гормональных препаратов максимально отговорить. Конечно, если питомец в какой-то момент стал вам не нужен, лучше приютить его у неравнодушных людей, нежели бросать на произвол судьбы. Но если вы однажды решили завести четвероногого друга, то будьте ему другом до конца, ведь он не виноват в ваших житейских проблемах. Анастасия Маслова, Чинчи Самбугай, Рес Хвалык, Буян Аюн, телекомпания «Новый век».